Добрый день! Мы продолжаем работать с вами с моделью нашего чайника. На прошлом уроке мы сделали ей форму основную, ручку скопировали и остановились на крышечке. Крышку мы сделали из копии вот этой тарелочки, потому что формы в принципе похожи. Единственное, что мы здесь должны сделать, это убрать лишние вертексы. Лишние эджи даже вот тут у нас, так, их не видно, вот они, да, в прозрачном режиме. Кстати, если вот в таких случаях Subdivision Surface может мешать нам видеть нашу модель, потому что она как бы закрывает собой эджи, с которыми мы сейчас работаем. Поэтому в настройках Subdivision Surface мы можем здесь вот с помощью вот этих кнопок скрывать модификатор. Он есть, он работает, но мы его скрываем временно и удаляем вот эти вертексы. Напоминаю, что вертексы мы удаляем с помощью клавиши X. И если мы сейчас удалим здесь Delete Edge, то у нас образуется огромная дыра, потому что мы уберем все вертексы, на которых держатся плоскости. Поэтому мы удаляем здесь другим образом. X и Dissolve Edge. Мы как бы его оставляем и скругляем. Смотрим, как выглядит модель в Object моде. Похоже, но у нас все еще нам стоит убрать следующие эджи, вот эти тоже. Возможно, давайте даже вот этот edge тоже уберем. Итак, чтобы у нас форма была более округлой, как здесь на референсе, сейчас она у нас конусообразная, мы добавляем Ctrl-R еще разрезы. Вот эти разрезы мы уже можем немножко двигать, скейлить, гребить, Grab по Z. И вот эти эджи верхние мы тоже давайте грэбом по Z подвинем наверх. Таким образом у нас получилась вот такая форма крышки. Нам подходит. Мы теперь делаем экструд наверх. Можно проскейлить немножко, да, чтобы она была. И также мы немножко должны избавиться вот от этого экструд scale. Избавляемся от... И смотрите, у нас форма крышки получилась не такая круглая. Здесь мне бы хотелось, чтобы как на референсе она была похожа на круг. Поэтому мы вот краевые эджи грэбом двигаем немножечко вниз. И у нас получится вот что. Scale. То есть, двигая эджи, мы можем менять форму нашего объекта. Теперь Ctrl-R, помним, да, что дополнительные разрезы, они помогают нам формировать жесткость. То есть у нас в данном случае его не хватает. Мы его поставим ближе к краю, чтобы укрепить край. Вот так. Если при этом у нас форма немножко поменялась, и мы хотим его еще более кругло сделать, придется здесь тоже добавить разрезы и грэбом по Z, немножко проскелив, мы уже ей даем более гладкую форму. Что здесь не так с этой крышкой? Мы забыли еще здесь сверху убрать ненужный нам многоугольник с края. Ну, более-менее стало. Можно еще больше убрать. Ну, ладно, так оставим. У нас есть крышечка. Стало похоже. Можно его уменьшить, если мы хотим, чтобы было еще больше похоже на референс. Да, вот так. И осталось сделать нам носик объекта. Носик объекта мы добавим его уже с знакомой, поработаем уже с знакомым нам объектом. Это у нас кривая Curve Path. Возьмем его
и проработаем с вами на следующем уроке.